Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Во имя Родины. И вот после подготовки на базе университета бойцы освоили военное дело. Новая группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции. Перед отлетом с теми, кто пополнил ряды спецназа Ахмат, пообщался наш корреспондент. Путевки в священные земли. Сегодня без подарков не уйдет никто. Для всех участниц подготовлены специальные планеры к священному месяцу Рамадан. Проект Women in Islam подарил возможность мусульманкам совершить умру. Умные технологии в центре внимания. Цель чемпионата – выявление перспективных идей и проектных решений. В Грозном состоялся кейс-чемпионат по внедрению цифровых решений в строительстве. Проект Women in Islam регулярно запускает полезные конкурсы, приносящие много пользы для мусульманок. Очередная инициатива прошла в качестве викторины, победа в которой принесет ценные призы для участников. Далее в сюжете моей коллеги. В этом здании изучают строки из Корана, учатся внимать слову и понимать его смысл. Однако сейчас в стенах Российского исламского университета особенно оживленно и многолюдно. Здесь стартовал конкурс проекта Women in Islam, организованный по инициативе руководителя Хутмат Кадыровой. Женщины разных возрастов собрались, чтобы проверить свои знания основ ислама и 5 столпов религии. О конкурсе я узнала, когда его скинули нам в группу с изучением таджвида. Подумала, почему бы не попробовать. В принципе, вопросы, наверное, там будут не очень сложные. Касательно 5 столпов ислама, сказали, будут 50 вопросов. Вот, села, подготовилась за неделю. Готовилась к нему тщательно. Искала в интернете вопросы, ответы на них. Спрашивала своих учителей по таджвиду, родственников. И надеюсь, вот сегодня пройду. Если не пройду, то это будет просто хорошим опытом. Программа Women in Islam направлена на раскрытие истинной роли женщины в религии, укрепление семейных и духовных ценностей. В этот священный месяц Рамадан в рамках конкурса разыгрывается 10 путевок на умру. 5 победительниц получат по 2 сертификата для себя и своего махрама, что позволит совершить паломничество в Мекку в соответствии с религиозными нормами. Сегодня без подарков не уйдет никто. Для всех участниц подготовлены специальные планеры к священному месяцу Рамадан, которые состоят из 14 разделов, охватывающих все аспекты духовной и личной жизни каждого мусульманина. Конкурсное испытание включает 50 вопросов в формате очного тестирования. На выполнение заданий отведен ровно 1 час. Тематика охватывает столпы ислама, тонкости омовения, совершения намаза, а также отдельные вопросы, касающиеся хаджа и умры. Оценивать точность знаний будет профессиональное жюри. Сами преподаватели университета имени Кунта Хаджи Кишиева. Женщина в исламе Йолшова организация Хутмат Кадырова, руководитель Йолшова, 18 февраля в Рамадан был табулу чайнаха, те представители элдер Хутмата Рамадан бет дозалена консилалена зудершнюкаха при умратиягыта метик конкурс организовать ирер эла حقن بيتن هم در تتأخر с 18 дюн заявкш принимать юлилер до 25 февраля أقا قيوق حتى يبتدي منديق شوي بولدير قزح طبيق قدوش خلش عشباتيكها وعارر حبيح كنا دق قدم دو وبروش خلدات بوصل بشتغل بوصل زوجون قستنا عمرتي وق عاروا نوقوشنا قديش سقيش تدورهم شادو. Интерес к участию оказался высоким. Более 350 заявок поступило из всех уголков республики и других
других регионов. А в очном туре приняли участие свыше 120 девушек. Самое сложное было это все-таки вот детали хаджа и умры, потому что я приняла ислам всего полгода назад. Вот. И если, например, финансовые моменты, да, или какие-то правовые, я еще понимаю, и еще путаюсь, наверное, где, то есть когда вспомнил об омовении в намазе, то есть прекращать или закончить, потом восполнить. То есть вот именно вот эти нюансы. То есть понятно, что стараюсь максимально соблюдать все, но есть над чем работать, как всегда. Среди конкурсантов и 12-летняя Аминат Зурабовна. Несмотря на свой юный возраст, она готовилась к испытанию наравне со взрослыми. Изучала религиозные дисциплины, повторяла материал и стремилась продемонстрировать высокий уровень знаний. Когда я узнала, что есть этот конкурс, я сразу решила принять участие. Я искала разные информации из разных источников, у кого какие мнения, готовилась и очень старалась. Совершала молитвы, потому что если не буду совершать молитвы, никакой удачи мне тут не будет. Эти вопросы были средней сложности, но если ты будешь читать уверенно, не пропуская никаких слов, то у тебя все получится. Всем огромное спасибо за такой конкурс. Это не только конкурс, чтобы получить там путевку, но еще проверить свои знания. Именно она дает шанс получить путевку. Возрастной диапазон впечатляет. Самой младшей участнице лишь недавно исполнилось 12, а самой старшей, Асад Бимурзаевой, уже 70 лет. Турнир наглядно доказывает, стремление к духовному росту не ограничено возрастом, а путь к знаниям открыт для каждой. цу организовать лхум дохр хайрса хизудиме вариатор махрам гор во иттак будет ибахня. Итоги имена победителей объявят 5 марта во время торжественного ифтара, приуроченного второму всероссийскому конкурсу хафизов среди женщин. Масштабный проект, который соберет лучших женщин-чтецов Корана со всей страны в прямом эфире. Так Хутмат Рамзановна в очередной раз доказывает, для женщины, стремящейся к знаниям, нет преград. А поддержка и вдохновение всегда рядом. Рабиат Гайсиева, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправили очередную партию добровольцев. Желание встать на защиту Родины стало причиной объединения двух братьев, которые были разлучены много лет назад, но смогли найти друг друга в стенах Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Историю о родственных узах расскажет Рабиат Гайтиева. Это Дмитрий и Ярослав Емельяненко, которые буквально несколько недель назад были незнакомы и не знали о существовании друг друга. А сейчас они готовятся вылететь в зону специальной военной операции, зная, что они родные братья. Да, в первый раз с братом отправляемся, независимо друг от друга приняли это решение. Ну и оказались в одной палате, нашли друг друга. И сам процесс подготовки проходил с опытными инструкторами. Нам, начиная с АЗОВ, рассказывали, показывали, как работать, с чем мы будем иметь дело. Теоретические основы и практическая подготовка непосредственно. Но я думаю, не стоит переживать за нас, пусть спать спокойно. Крепкого здоровья, счастья, благополучия. Ахмат — сила, Россия — мощь. В РУС они прибыли практически одновременно, но оформляли документы как совершенно посторонние люди. Их поселили в одно помещение временного размещения, а дальше посредством обычного общения начали всплывать удивительные совпадения в биографии отца. Выяснилось, что Дмитрий и Ярослав – родные братья, разделенные более 20 лет назад. Их объединил осознанный выбор – встать на защиту Родины. У меня здесь много очень в 23-м году служили друзей, товарищей. И поэтому я тоже решил пойти сюда, чтобы поддержать наших, как говорится. И вот так вот оказался здесь. Приехал сюда, обнаружил родного брата своего. Был маленько в шоке. Как бы, то, что у меня есть братишка по отцу, как говорится. Вот. Сейчас вместе, живем вместе, питаемся,
обучаемся. С началом специальной военной операции желающие встать на защиту Родины со всех уголков России отдают предпочтение выезжать на боевую точку через Чеченскую Республику, где на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина они проходят интенсивную боевую подготовку под руководством опытного инструкторского состава. И вот после подготовки на базе университета бойцы освоили военное дело, оказание первой медицинской помощи. Они в полной мере готовы стать на защиту своей Родины. По традиции проводить бойцов прибыл председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, выступивший с воодушевляющей речью. Бойцы, мы сегодня проводим вас в зону проведения СВО. Знаю, что среди вас и есть и те, которые уже по нескольку раз заключили контракт на защиту Родины, нашей страны. Бойцы, мы вам желаем удачи. Самое главное, берегите себя, поддерживайте друг друга. Боевое братство, поддержка братская. Вы сами знаете, это много чего значит в зоне проведения СВО. Бойцы, уже к вечеру вы поступаете в распоряжение командира спецназа Ахмат Владимирова. Бойцы, удачи вам. Я от вашего имени хотел бы поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который помогает нам всем тем, что необходимо нам выполнить приказ Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, а также непосредственно нашего куратора всех подразделений спецназа Ахмат, да и не только, главу Чеченской Республики генерал-полковника Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Патриотизм и готовность к самопожертвованию, проявляемые этими людьми, укрепляют дух нации. Они становятся символом мужества и стойкости, напоминая всем о значимости защиты своей страны, ее интересов и жителей. Я в первый раз здесь, ощущение отличное, подготовка была просто суперская, отличные наставники. С любым вопросом можно было подойти, они все объяснят, покажут, все было супер. Да, я уже не первый раз здесь, предпочел обратно же спецназ Ахмат. Долго проходил серьезно в Руси, в центре. Вот. Сейчас было все на высшем уровне. Питание, вплоть до экипировки. Вот. Сейчас уезжаем и едем с братьями выносить эту нечисть. Это все войско антихриста сатаническое. Теперь Дмитрий и Ярослав будут служить вместе плечом к плечу в легендарном спецназе Ахмат. Предварительно все бойцы заключили контракты с Министерством обороны, что гарантирует им статус военнослужащих и все положенные льготы. Рабят Гайтиева, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Вице-премьер Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев принял участие в церемонии вручения премии UNA Media Professionalism в Саудовской Аравии. Мероприятие, организованное Союзом информационных агентств Организации исламского сотрудничества, собрало ведущих представителей медиаизданий исламского мира и стало важной платформой для укрепления профессиональных связей. Чеченская Республика активно сотрудничает с данной организацией. В 2024 году делегация UNA принимала участие в Кавказском инвестиционном форуме, а также вошла в состав жюри международного журналистского конкурса «Золотое перо». Этот уровень взаимодействия стал возможен благодаря политическому курсу первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова и главы региона. Ахмед Дудаев поздравил лауреатов премии и выразил благодарность генеральному директору Союза информационных агентств Мухаммаду Аль-Ями и постоянному представителю России при Организации исламского сотрудничества Турко Даудову за подготовку и проведение события. Сотрудники госавтоинспекции с началом священного месяца Рамадан раздают финики и молоко, приобретенные за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Водителям и пассажирам, которые в пути, чтобы они смогли вовремя открыть пост. О благой акции Медина Мударова. Сотрудники приступают к работе ближе к закату солнца. Всего 600 наборов, в них входят молоко и финики. Именно эти продукты являются наиболее благоприятными для того, чтобы завершить пост.
Представители госавтоинспекции выходят к дорогам с наиболее плотным движением. Сегодня такими точками стали перекрестки у Дома печати и нового района имени Владимира Путина. Такие акции сотрудники ГИБДД проводят регулярно. Каждый день раздают более 300 комплектов. Для того, чтобы верующие смогли совершить ифтар в соответствии с сунной пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Данные меры направлены для того, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, поскольку при приближении времени для разговения многие водители начинают торопиться, появляется излишняя самоуверенность, также спешка. И в этих целях, для того, чтобы это все избежать, для того, чтобы минимизировать факты возникновения дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками госавтоинспекции проводится данная акция. Таксисты, общественный и грузовой транспорт, кареты скорой помощи. Всем без исключения дают возможность совершить разговение. Водители, в свою очередь, поблагодарили региональные общественные фонды за оказываемое внимание в священное время. Такие волонтерские движения, конечно, они помогают. И в такое время нам всем держаться вместе. Такие мероприятия уже зарекомендовали себя как важное событие, объединяющее людей и наполняющее атмосферу священных дней добротой и заботой о ближних. Региональные общественные фонды имени Ахмата Хаджи Кадырова в период Рамадана традиционно проводят масштабные акции помощи. Ну а ифтар в дороге продлится до конца священного месяца. Медина Мударова, Сайдамин Мусаев и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном открылась выставка «Вместе мы сила», посвященная межнациональному единству народов общей Родины. Посетители смогли узнать об героических историях участников специальной военной операции, увидеть их личные вещи и уникальные экспонаты. О героях нашего времени в репортаже моего коллеги. На многочисленных стендах перед широкой публикой предстают героические истории участников специальной военной операции, прибывших на защиту Отечества из самых разных уголков России. Александр Михайлович Ананчев, наш земляк, первый белгородец, который был удостоен звания Героя Российской Федерации. Принимал участие в специальной военной операции практически с самого ее начала. Командовал батальоном, имел высшее военное образование. В 1922 году, в марте, он выполнял боевую задачу, но погиб. За это ему был присвоен звание Героя Российской Федерации. В экспозиции представлен комплект его формы, также личные вещи. Экспозиция охватывает путь от неизвестных героев, чьи личные вещи и судьбы только сейчас открываются публике, до прославленных командиров, чьи имена у всех на слуху. Ахтиалудинов. Это имя знает каждый человек, который интересуется новостями специальной военной операции. Он стоял у истоков создания Ахмата по инициативе Рамзана Кадырова. Под руководством Алудинова Ахмат освободил 36 сел Луганской Народной Республики, также город Лисичанск. В экспозиции представлен комплект его формы, также здесь видите различные нашивки и символику. На стендах рядом с элементами военной экипировки и снаряжения представлены традиционные костюмы разных народов России. Вашему вниманию представлены народные костюмы, национальные костюмы тех народов, которые сотни лет живут в горах, для которых честь важнее жизни. Наибольшее количество экспонатов для выставки передано Чеченской Республикой. Ключевую роль в этом сыграло представительство главы Чеченской Республики в Белгородской области в лице Алихана Нальбиева и воинские части, которые поддержали проект. Выставка была полностью сделана по нашей инициативе, и потом уже начались подключаться дополнительные республики, дополнительные области, регионы, разные народы. Можно сказать, вот основу проложили Чеченская Республика и Ингушетия. С нашей подачи и было и начата вся эта работа. Здесь находятся 3 подразделения, включая интернациональный спецназ Ахмат, Ахмат-Запад и Шейх-Мансуровский батальон. 3 батальона у нас защищают регион, именно в Белгородскую область. И вот сидели, думали с директором музея, чтобы сделать такое, чтобы было еще одним звеном для сплоченности народов.
Выставка подчеркивает, что сила России в разнообразии ее культур, объединенных общей историей и судьбой. Год, который президент России объявил годом единства народов России, конечно, родилась эта идея рассказать о многонациональности армии, которая сейчас принимает участие на фронтах СВО. Когда вообще родилась идея создания этой выставки, у нас не было ни одного экспоната, который мы могли бы представить на этой выставке, чтобы рассказать эту тему, раскрыть эту тему. Поэтому мы обратились в различные республики с просьбой оказать нам помощь в сборе экспонатов. Вы заметили, что здесь и национальные костюмы, здесь и форменная одежда. Бойцы защищают страну плечом к плечу, несмотря на расстояние в 1000 километров от родного края. Истории подвигов участников специальной военной операции «Единство народов» в новом проекте музея «Третье ратное поле России». Продлится выставка до 29 июня. Посетить ее может любой желающий абсолютно бесплатно. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. Молодые архитекторы и IT-специалисты предложили свои решения для умного жилья. В Грозном прошел кейс-чемпионат Smart Home, о представленных проектах в следующих сюжете. Для студентов, молодых специалистов и всех, кто хочет влиять на то, каким станет жилье будущего в Грозном, появилась уникальная возможность. В столице прошел кейс-чемпионат Smart Home. Новые тренды в строительстве. Он посвящен развитию смарт-технологий. Организатором выступил фонд имени шейха Заида. Вам предстоит поработать над реальной задачей по созданию решений для современных умных домов в нашем новом районе города Грозного. Мы надеемся, что ваши решения создадут все условия для горожан, им создадут условия для комфортной, для безопасной и технологичной жизни. Мы хотим, чтобы данный проект не был просто учебным, а чтобы ваши идеи были реальные, практичные, эффективные, чтобы впоследствии мы могли их использовать в развитии городской инфраструктуры. В рамках кейса команды поработали с реальным городским контекстом, предлагая практичные и применимые решения для жилых проектов. Цель чемпионата – выявление перспективных идей и проектных решений, способных повысить качество жизни в жилых домах, снизить энергопотребление и эксплуатационные расходы. Ребятам предстояло разработать концепцию внедрения современных цифровых решений умного дома в партнерстве с организацией «Нова» от энергоэффективности до комфорта и управления жилым пространством. Тема нашего мероприятия – это Smart City, Smart Home, то есть новое направление, которое очень актуально для нашего города. И с помощью наших участников, талантливых ребят, мы будем решать кейс, который позволит нам найти какие-то новые идеи, новые подходы и узнать, что думают молодые люди, и не только про развитие города, и какие запросы есть, которые позволят нам улучшить жизнь и сделать удобство для всех граждан города. Студенты рассказали нам, что приглашение на участие было принято с радостью. У некоторых уже есть идеи для реализации в рамках кейс-чемпионата. Да, конечно, есть очень много идей. Даже вчера мы с командой полностью обсуждали о том, что мы будем представлять сегодня на этом кейс-чемпионате. По правде, этот кейс-чемпионат для нас не знаком, так как мы в первый раз в этом участвуем, мы больше относимся к IT-направлениям. Но даже в этих направлениях у нас есть некоторые идеи для реализации этих проектов. Какие идеи бы вы хотели представить? К примеру. К примеру, у нас было объединение районов в одну единую систему. Будет умный дом и будет объединение районов. Но мы пока что над этим думали, мы хотим еще доработать эту идею. Мероприятие проходило на базе «Точка кипения» Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. От фонда имени шейха Заида для победителей были приготовлены денежные сертификаты с подарками и возможность внести вклад в развитие современного жилья в новом столичном районе имени Владимира Путина. Турпа, Лолита Исумов, Адлан Хусаинов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Премиальный парфюм, лимитированный тираж и производство в Дубае. В столице состоялась презентация дебютной коллекции бренда IC Egg Collection. О том, из каких нот складывается его звучание и в чем его особенность, узнавал Рамзан Абуев. Он цитрусовато-свежий. Свежий аромат. Задумка, по-моему, удалась, но дальше надо будет посмотреть на коже, как он себя поведет. Свежий, чистый, безупречный. Создатели аромата Clarity описывают его как воплощение ясности. Первый чеченский парфюмерный бренд Ask Collection представил его основатель Абубакар Сакаев. Большинство акцент делается на сам парфюм,
Но тем не менее, те, кто покупает этот парфюм, мы будем особое внимание уделять этим людям. Насчет распива, сейчас у нас нет распива, но у нас, как только откроется магазин, мы хотим сделать такие доступные парфюмы, которые могут молодые ребята тоже купить. Премиальный парфюм «Универсали» не подходит как мужчинам, так и женщинам. Дебютная коллекция выпущена лимитированным тиражом всего 500 флаконов. Производство сосредоточено в Дубае, где используются те же компоненты, что и при создании продукции ведущих мировых домов моды. Этот парфюм – это аромат свежести, если простыми словами. То есть вначале он ощущается такой бодрость, свежесть, и он дает такую брутальность. Сердце аромата – это уже показывает его характер, то, что остается с этим ароматом. И конец – это фундамент, это шлейф аромата, это стойкость аромата. Любой человек, который пользуется парфюмом, у него только одна мысль, чтобы у него спросили, а что за аромат. Он хочет выделяться. Мы даем ему это с этим парфюмом. Презентация собрала впечатляющий круг публичных персон. Представители бизнес-сообщества по достоинству оценили аромат, отметив его сдержанное, выверенное и дорогое звучание. Это новое начинание, в котором «Made in Чечня» будет написано на упаковке, что не может не радовать любого жителя нашей республики. Я поздравляю Абубакра с этим начинанием. Я надеюсь, что тот парфюм, тот проект, который он начал, с течением лет будет становиться все лучше и лучше и будет выходить на мировые рынки. С самого входа вплоть до зала все было организовано на высшем уровне. Это по опыту могу сказать. А по поводу того, хочу я купить или нет, собираюсь или нет. Да, собираюсь. Иншаллах, сделаю предзаказ и стану одним из первых, кто купил у Абубакра Сакаева его первый парфюм. Минималистичный дизайн флакона подчеркивает эстетику As Collection, состояние внутреннего баланса, когда каждая деталь находится на своем месте. Создатели бренда поставили амбициозную задачу переложить эстетику чеченских традиций на язык высокой парфюмерии. В каждом флаконе дух гор. Это уникальный симбиоз древнего культурного кода и современных технологий. На данный момент приобрести парфюм можно эксклюзивно по предзаказу. Совсем скоро бренд выйдет на новый уровень. Планируется открытие флагманского бутика в Путинском районе Грозного и запуск официального интернет-магазина. Рамзан Абуев, Шамсудин Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Приятная новость для любителей футбола. Грозненский Ахмат на своем поле обыграл московский ЦСКА со счетом 1-0. Встреча проходила в рамках 19-го тура «Мир» российской премьер-лиги. Единственный гол уже на 4-й минуте забил Максим Самородов. Таким образом, грозненцы одержали 3-ю победу подряд в чемпионате России. Благодаря этому успеху подопечные Станислава Черчесова закрепились на 7-м месте турнирной таблицы. Теперь в их активе 25 очков. В следующем туре Ахмат в гостях встретится со столичным «Локомотивом». Первая игра легче, но все равно ЦСКА все время неудобный соперник Керванджан. ЦСКА, Локомотив. все равно 1-0 yakça dikňany Kandukisna yaz dal muğla yok kurya Toxasa yurturdayna do Dagistaner Boletteş satesnadır dal muğla Dogüsüş bu yokuş bu Dayol aldılar maçı CSKA Sloş Tos Torres çok deklojyor Torres do balğan dal muğla dal etto bu elmaseri Ahmet Kaman çok Диктат дайолели кюхг диколели. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.